Ассаламу алейкум, приветствую вас на канале инновации горизонтальных связей. Сегодня сделаем короткое видео о этимологии самоназвания ингушей и чеченцев. Так, для начала, для разминки, хотя я не собираюсь долгим делать это видео, попалась такая карта. Называется фрагмент карты Штедера, 1782 год. Обычно основная масса более-менее подробных карт, они уже 19 век. Это карта 18 века, достаточно интересная. Итак, здесь мы видим, в принципе, местность, где живут ингуши и чеченцы. Рассмотрим поподробнее. Во-первых, здесь видим ингуши или кисты. Здесь мы видим Галга. Это, по всей видимости, скорее всего, храм Тхаба-Ярды или какое-то другое святилище. Здесь тоже, вот здесь мы видим Кумбелей, река Камбелейка. Вот она выходит из Ангушта. На ингушском языке эта река называется Галм. Здесь тоже пишется кисты, а здесь пишутся кистеки. Так, что здесь еще интересно? Здесь вот так пишется Асай, то есть Асса. Во многих старых этих она пишется как это река Асса, вот так она вот так идет по пути. Здесь вот Галашка, вот так она уходит туда. Это, идем сюда подробнее. Здесь вот Казбек, это типа обозначена вершина Казбека здесь как-то интересно. Здесь Гудамака. Гудамака это, видимо, там, где жили Гудамакары. Есть такое. Здесь вот интересное Галетта. Галетта это, скорее всего, Гелти, ингушский тоже тег, Гелтой. Так, это Ларри, Ларс или Ларс, и так далее. Балта. Это непосредственно у нас тогда получается Терек. Это у нас получается Терек. Здесь где-то есть. Где его название? Что это Терек? Тут если вот это Камбелей, то это, скорее всего, Терек. Так, это место, это, скорее всего, вот место, где располагалась Ангушт. Так. Дальше. Это Карабулаки. Карабулаки, они у нас между Фортангой, получается. Вот по реке Фортанга. И это у нас Гиха и Гихи. Вот Гихи. И вот тут обратите внимание. То есть здесь у нас идет одна река Фортанга. Здесь Фортань. Русик. В общем, это русский Фортан, русский Мартан, Урус-Мартан, в общем, он где-то здесь должен быть. Сейчас Урус-Мартан на реке. То есть она изначально называлась Фортань, а потом стала называть Мартан река. И здесь, собственно, вот чеченцы. Чеченцы. Это низовье Аргуна. Тут у нас вот идет
Река Аргунь. Аргун. Это как твердый знак, наверное. Это у нас Аргун. И вот в низовьях Аргуна чеченцы. Здесь что-то у нас еще то ли написано, то ли здесь много вот таких этих значков непонятных. То ли это буквы, то ли это что-то они там обозначали. Но здесь что-то написано. Если бы карта в оригинале была, может быть, здесь что-то можно было еще рассмотреть. Но как бы других каких-то упоминаний здесь, к сожалению, нету. Есть вот в низовьях Аргуна обозначил у нас, что вот 4 населенных пункта здесь чеченцы. Ну, я в Фейсбуке ее выкину, эту карту, чуть попозже. Ну, да, это Асай, это Аса. Ну, в общем так, общая картина. Это Аса идет, Асай. Это Сунжа. Вот это идет Сунжа. Вот так идет Сунжа. Аса у меня впадает здесь. Это Голмы или Камбелеевка. Ну, здесь это все называется кисты. Или вот Галга. Так. Ну, здесь Галашки, Карабулаки, реки Фортанга. Это Гихи. Это уже населенный пункт Гихи, но вот эта река тоже, это походу Гихи. И вот это Мартан, то есть раньше назывался Фортаном. И здесь, где Аргун выходит ближе к равнине, это уже чеченцы. Ну, видимо, это Чечен-Аул, где-то такие эти места, скорее всего. Ну, в общем-то, как кто внимательно хочет посмотреть, в Фейсбуке я скину. И здесь ссылку внизу скину. В общем, здесь до свидос. Пользуюсь я системой, операционной системой Linux Mint, если что. Windows не пользуюсь, сионистскими операционными системами, программным обеспечением не пользуюсь. Самая хорошая операционная система, четкая, бесплатная, это Linux. Я вот выбрал Linux Mint. Здесь все удобно, все понятно, большой выбор, все рекомендую, короче. Уходите из этих сионистских программного обеспечения операционных систем. Так, теперь, собственно, о самоназваниях чеченцев и ингушей. Я не согласен вот с этой распространенной историей, типа того, что Галгай это жители башен, или там Нохчи это там кто-то дал салмался от пророка Ноя, Нох, или там от Ноги Нагайцы, кто-то разные есть лекции, но, по-моему, они не имеют какой-то реальный какого-то смысла. Так, я выражаю исключительно свое мнение, основанное на многолетнем опыте изучения истории ингушей и чеченцев. Ну, посмотрим это место так, 3D. Вот так, чтобы было понятно, покрутим. Так, это непосредственно вот горная Ингушетия, вот это вот. Горная Ингушетия это такая, как лодка такая большая. Она была замкнутая, с древнейших времен являлась таким, как скажем, ковчегом таким. И вот здесь посередине непосредственно это то, что называется Какали. Почему? Да, это не было всегда Галгай там, все там, чтобы назывались там Галгай, это не было там тысячелетиями, но по всей видимости
это было одно из центральных и основных войнавских обществ. Потому что более благоприятное место ни в Горной Ингушетии, ни в Горной Чечне больше нету. Здесь, видите, нету больше такого места, везде очень ломаный рельеф. Единственное, вот в этой местности, здесь она достаточно замкнутая, она хорошо удалена от Дарьяльского ущелья, там от Дагестана, где там тоже этот Каспийский проход, что обеспечивало некоторое спокойствие. И самое главное, что вот эта местность, она такая более-менее имеет луга, поля, такие какая-то. Это область благоприятная для там, скотоводства, сельского хозяйства. То есть здесь более-менее есть поля, какие-то ровные места, где было там и пагодное земледелие, и просто земледелие. То есть более-менее люди могли увеличивать свое население, жить более-менее, обеспечивать себя продуктами питания, потому что эта область, она более-менее благоприятная. Здесь вот идет вот эта Аса, течет река Аса, хорошая вода в достаточном количестве. А здесь уже и вот в сторону Джейраха уже более ломаный рельеф такой сложный для развития сельского хозяйства. И в сторону вот здесь, в сторону Чечни, здесь в горной части, на равнину последние вот эти вот там много столетий мы фактически чеченцы и ингуши спустились не так давно, где смогли достаточно быстро развиваться и размножаться, а в горах были очень такие стесненные условия, и в этом смысле вот это вот именно вот то, что называется Кахали, именно где Галгай или Глигу еще говорят, жили, оно такое более благоприятное, оно место достаточно замкнутое, закрытое, фактически со всех сторон. Здесь вход только вот по реке Аса, и тоже довольно сложный вход со стороны Дарьяльского ущелья. Вот это терек выходит как бы с гор, из Грузии, и вот по Дарьяльскому ущелью, вот Джейрах, сюда вход. Вот коровки у нас вылезли. Так, термин Галай, вот если вы посмотрите, вот этот вот такой хребет, вот этот вот, который отделяет Горную Ингушетию фактически от равнины, он назывался Гай. Он назывался Гай. Вот этот. Ну, если кто знает хорошо ингушский язык, Гай это даже вот когда кровлю дома делаете, вот этот конек, на самом верху вот этот конек кровли, он тоже называется гай. Это, в общем, гай это такая как перекладина, это значит верхняя перекладина гай. И здесь эта вся местность, вдоль этого гая, она усеяна башенными комплексами из древнейших времен, большая концентрация башен. И учитывая, что вот этот хребет, отделяющий Горную Ингушетию от равнины, он называется Гай, и, соответственно, Гал, Гал это башня, Гай это вот эта горная гряда, вот этот называется хребет. Он непосредственно, есть многие исторические материалы, где его так называют Гай. Ну, еще говорят, что часть называется Гай, или на русском языке Галь, Гай. То есть одна Гай называется, а вторая называется Галте. Но это не суть. Я думаю, что название Ингушетии, самоназвание, оно идет от понятия башенный хребет.
то есть гай, гал, это много башни здесь, гал, гай, то есть башенный хребет, то есть место за хребтом, где много башен, гал, гай. Гал, гай это обозначает вот всех людей, которые живут, это обобщенное название, всех людей, которые живут в горной Ингушетии. Вот так мы вам покажем еще раз вот это место. Вот это место. Вот это вот горная Ингушетия. Ну, и вот этот вот хребет, он, вот это здесь, это Столовая гора, часть этой вот горной системы. И здесь в основном расположены башни, башенные комплексы ингушские. И это место, вот это называется Гай. А поэтому вся эта внутренняя местность называлась Галгай, то есть топонимическое такое название. В общем, кто не согласен, можете возмущаться. Я считаю, что это более реалистичное, более правдоподобное. То есть вот это Гай и там башня Галгай. Потому что жители башен... Ну, башни не только. И Гал это у нас, это не только башня, это город тоже. Это большие строения. Ну, они только, не только у ингушей же были и башни, и большие строения. И в Чечне есть, и в Грузии и города были, и башни были, и там, и сям. Вон в Дербенте здоровая крепость была, тоже Гал. Поэтому я думаю, что... Скорее всего, само название ингушей это башенный хребет. Гал-гай. То есть башенный хребет. Есть, ну, он дословно, правильно переводится и по смыслу, и все такое. Дальше теперь переходим к самоназваниям чеченцев. Вот посмотрим вот эту область. Вот эту область. Это тоже вот гора. Давайте мы ее вот так сейчас тоже покрутим. То есть вот эта вот гора. Вот эта гора. Ну, в одних документах она обозначается вот здесь, что она до, это место до реки, вот это Гихи, по-моему, вот, да, Гихи река, что эта гора обозначается до реки Гихи, вот так где-то, вот так. И отсюда она вот так идет. Вот эта вот гора, вот это. Возможно, это все вместе называлось раньше, по крайней мере, вот описано в одном из источников, я нашел, что вот до горы Гихи, до реки Гихи, вот эта вот гора, вот так, видите, ее вот так она вот. То есть вот эта гора, вот это вот так, ну и естественно вот эта вот гора, она называлась Нох. Вот эта гора раньше называлась Нох. Вот эта гора. Вот эта гора называлась раньше Нох. Название горы забыто. Единственное, здесь жители, вот видите, здесь Бамут, они, когда смотрят отсюда, сейчас как-то развернем меня вот это все. Жители Бамута, когда смотрят отсюда туда вверх, они какую-то до сих пор, ну я не местный житель, я просто, это надо у них уже, они какую-то вот из этих высот, они ее называют Нохкорт. То ли эту, то ли одну из этих, они ее называют Нохкорт. Нохкорт.
Но в одних из источников она упоминается именно, что вот эта вот вся она гора, которая занимает вот это вот пространство, она называется гора Нох. Вот это. Соответственно, и вот здесь смотрите. Течуахк. Ну, ингуши говорят течеахк, а ченцы говорят течуахки. Тут тоже форма топонимума в этой местности, она очень схожая. И здесь течу, а здесь нох, а здесь, который, эта местность называлась Нохчу. Течу, Нохчу, как бы на современном чеченском, потому что течу это тоже на современном чеченском, а на ингушском это тече, а здесь, которая, эта гора и местность вокруг нее, это Нохчи, Нохчи, течи, Нохчи, течи, Нохчи. Это через вот этой местности здесь как раз у нас, ну, на Шхой вот это все, это находится, вот на Шах, это все находится в этой, как бы по имеющимся историческим, имеющимся, как складываются данные, что отсюда, из этого общества, это как получается, ну, или Шахар был, или какое-то это было место, отсюда, то есть отсюда переселились, при том, что здесь шатоевцы здесь жили. Это у нас вот река Аргун идет, вот Шатой, и шатоевцы уже тогда жили тогда, то есть это не то, что они все шли здесь, расселялись, шатоевцы жили, но непосредственно жители отсюда, из вот этих Нохчер, они переселились за Аргун, сюда восточнее, то, что называется Ичкерия, вот в эти места. Потом уже отсюда уже из-за Аргуна, с этих мест, уже выселились сюда вниз, на равнину. И уже здесь, на равнине, непосредственно их стали называть чеченцами или Нохчой. Уже оно здесь как этническое название. То есть они вот это название субэтноса, вот отсюда Нохчи. Так же, как здесь Течой, также Нохчой. Они вот это название субэтноса перенесли его с собой за Аргун, вот на восточную часть современной Чечни. И отсюда, спустившись на равнину, уже здесь, это где-то 16, возможно, век, 17 век, 18 век, где-то вот тут, это в 17-18 веке сформировалось уже вот понятие чеченцы и нохчи, и здесь, и уже оттуда оно уже стало обратно. Потом, естественно, они пришли отсюда. Это, в принципе, согласен с некоторыми этнографами, историками, что когда-то это было войнавские племена, которые жили вот по этой горной теснине, вот так, вот, горная Ингушетия. И дальше вот, в горную Чечню. Это были вот по горам жили здесь войнавские племена. И исторически так сложилось, на базе войнавских племен стали формироваться исторически два народа. То есть как бы социально-экономическим центром чеченцам
как бы стала вот эта равнинная часть вот в этой территории где-то, где непосредственно Нохчи как ядро нации стало формироваться и пошло сюда двигаться. А Ингушетии отсюда с горной котловины, Галгай, оно как бы стало самоназвание, ну, вместе с ингушами спустилось туда вниз. Ну, естественно, и самоназвание чеченцев Нохчи, оно идет, скорее всего, от топонимики, вот этой, от топонимии вот этого горной части, которая вот от этой горы, которая называлась раньше гора Нох. Вот эта гора называлась Нох. По крайней мере, вот по тем исследованиям, которым я проводил, это так получается. То есть Галгай это Гай, это название вот этого хребта, как бы. И в переводе означает Галгай башенный кряж или башенный хребет, вот так что-то означает. Нохчи, вот эта гора Нох, и, скорее всего, само название вот, Субэтноса Нохчи, которые как бы получилось и внутренней части, и здесь, и выселились они уже отсюда, из-за Аргуна, выселившись. Ну и не только отсюда выселялись, сюда в Чечню и с Аргуна, и отсюда, из запада современной Чечни, из Ингушетии, туда с разных мест в войнах заселялись, и здесь сформировалось как бы самоназвание чеченцев современных Нохчи, хотя оно было здесь, здесь оно было как название субэтноса. Здесь оно было как название субэтноса, связанное вот с этой горой. Сейчас мы еще попробуем так показать. Вот этой горой. Это гора Нох. Ну, в общем, как-то так. Здесь особенно размусоливать нечего. Я думаю, что самоназвания чеченцев и ингушей, они вот имеют вот такие смысловые и топонимические смыслы. Всем салам, подписывайтесь.